нужно покупать тогда, когда жизнь безоблачна, и надеяться, что эта предусмотрительность будет излишней. О чем это я? О страховках. Именно о них мы сегодня и поговорим. Итак, поговорим о страховании жизни. Различают рисковое, накопительное страхование жизни и инвестиционное страхование жизни. Рисковое страхование, его еще называют страхование от несчастных случаев. Оно бывает от года и до 20 лет. В чем смысл этой страховки? Можно застраховать себя от серьезных заболеваний или на случай смерти. При наступлении страхового случая выплачиваются средства на реабилитацию. При уходе из жизни близкие получат выплату. Накопительное страхование жизни сочетает в себе накопление и защиту при страховых случаях. Вы можете получить социальный налоговый вычет до 15 600 рублей при заключении договора от 5 лет. Еще одно преимущество полиса НСЖ – он не подлежит аресту, конфискации или разделу при разводе. Когда можно оформить полис НСЖ? Например, у вас есть ребенок, будущий выпускник школы. Вы заранее заключаете договор НСЖ, и через 5 лет, например, когда у него будет выпуск из школы, получаете накопленную сумму. Ну, конечно, за вычетом небольшой суммы по рискам. Инвестиционное страхование жизни, ИСЖ. Примерно то же самое, что и НСЖ, но с возможностью получить инвестиционный доход. Так же, как и при НСЖ, вы можете получить социальный налоговый вычет до 15 600 рублей. Так же, как и НСЖ, не подлежит аресту, конфискации или разделу при разводе. Полисы НСЖ и ИСЖ – это не про подушку безопасности. Это очень сложный продукт, и подходит он не всем. Надо учесть, что если вы захотите заранее расторгнуть договор страхования, вам могут не вернуть ваши внесенные деньги. Например, при досрочном расторжении в первые годы внесенные суммы не возвращаются, а с 3-го года можно вернуть только часть суммы. Этот продукт для тех, кто хочет накопить на крупную цель и одновременно быть застрахованным. У каждого из нас есть полис обязательного медицинского страхования. Эта страховка позволяет нам получить бесплатную помощь в медучреждениях. Например, анализы крови, исследования УЗИ, КТ, МРТ, стоматологическая помощь, могут выдать бесплатно лекарства и лечение в стационаре. Но есть существенное неудобство – это очереди. Полис добровольного медицинского страхования. Бывает индивидуальный, бывает коллективный. Индивидуальный – это когда ты сам себе делаешь дополнительную страховку к ОМС, а коллективный – когда тебя страхует работодатель. При выборе страховки обратите внимание на страховую компанию, медицинские учреждения, заболевания, а также те заболевания, которые не подлежат страхованию, а также условия, по которым выплаты не производятся. Обслуживание по полису ДМС будет более комфортным, чем при ОМС. Также можно оформить медицинские страховки, которые позволяют обратиться к доктору удаленно и получить консультацию через специальное мобильное приложение, услышать второе мнение. Существуют медицинские страховки, которые позволяют застраховаться от онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это страховки, которые позволяют в случае возникновения такого заболевания оплатить проезд, проживание, питание, лечение, консультацию в клинических центрах за рубежом и в России. Оплата проезда оплачивается не только на больного, но и на сопровождающее лицо. Такая страховка сочетает в себе страхование жизни. В случае смерти близкие получат выплату. Прежде чем выбрать страховую компанию и страховку, ответьте на ряд вопросов. Страховые компании лучше искать на сайтах-агрегаторах. Под этим видео в описании вы найдете ряд полезных советов. В заключение хотелось бы отметить, что каждый должен задуматься о наличии страховки, особенно основной кормилец в семье, ведь это его ответственность перед своими близкими. Смотрите следующее видео, где мы поговорим о способах экономии семейного бюджета.